канал Жастар, и сегодня мы познакомим вас с очень обаятельной девушкой, казахстанской моделью Асем Есенгельдиевой. Kazakhstan. Добрый день, друзья! Сегодня с нами очень интересная девушка Асем. Асем, здравствуй! Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, о себе. Я Есенгельдиева Асем, мне 21 год. Я учусь в Казумо имени Аблайхана, 4-й курс, специальность менеджмент. Также параллельно занимаюсь моделингом с 15 лет. Вот. Ого, очень интересно, Асем. Ты готова ответить мне на пару вопросов? Да, конечно. Асем, расскажи, пожалуйста, как ты вообще попала в модельный бизнес? Когда мне было примерно 11 лет, меня заинтересовал проект «Топ-модель по-американски». И фраза знаменитой топ-модели Тайра Бэнкс «Улыбайтесь глазами» запала мне в душу. Меня закрутил мир моды, мир красоты. Дома после я примеряла мамины туфли и платья и дефилировала. В школе с одноклассницами играла в топ-модель. Естественно, я была Тайра Бэнкс. И в 15 лет пошла в Дом красоты, где представляла национальные наряды. И с тех самых пор я в мире моды. Это очень замечательно. А как вообще твоя семья относится к твоему моделингу? Поначалу мама с бабушкой были против, переживали за меня. Это как раз-таки пример нашего менталитета, определенные стереотипы. Но по прошествии времени моя семья меня поддержала, до сих пор поддерживает. Сейчас они гордятся моими успехами. Это здорово. Как ты думаешь, изменилось ли отношение людей к модельному бизнесу? Ведь сейчас много стереотипов, то, что все делается через постель, или это несерьезно, или лучше бы пошла куда-нибудь работать. Как думаешь, какое отношение у людей сейчас? В Казахстане, думаю, 50 на 50 изменили свою точку зрения. Честно говоря, меня это мало волнует, потому что модельный бизнес, как и любое другое дело, это большая и трудоемкая работа. Мода – это не только красивое лицо и соблазнительные формы тела. Мода требует постоянного внутреннего совершенства и, повторюсь, упорный труд над собой. Все. Спасибо. Возвращаясь к предыдущему вопросу, затронем тему стереотипов. Скажи, с какими из них ты чаще всего сталкиваешься? Самое главное, что мне не нравится в модельной сфере, это сравнение красоты. Да и в целом мне не нравится сравнение, потому что все мы разные, все по-своему индивидуальны, и у каждого из нас есть своя изюминка. Расскажи, пожалуйста, о своем самом незабываемом опыте в бизнесе модели. В Манипуре я закрывала показ знаменитого дизайнера Роберта Наурема. Эту поездку я очень сильно запомнила. Это поездка, где я полностью вдохновилась своей работой, также окружающими меня людьми. Кстати, я жила с 40-летней моделью. Она очень знаменита в Индии. Это как раз-таки доказательство того, что и в 40 лет можно быть востребованной моделью. Мне очень сильно понравилась организация, так как с утра у нас была репетиция. После я поехала отдыхать в отель. И за 1,5 часа до мероприятия меня накрасили, одели, я продефилировала. Это прошло очень быстро. В наше время это большая редкость. Давай поговорим о минусах твоей профессии. Какие они? И самое главное, перечисли, пожалуйста. Ой, я даже не задумывалась об этом. Я очень сильно люблю свою работу. Даже после очередного показа, после съемок я не чувствую даже усталости. Замечательно, это очень замечательно. Так,
Есть много споров на тему «лидерами рождаются или становятся». А вот моделью ты как думаешь, рождаются или становятся? Моделями становятся. Модель – это образец, некий стандарт, поэтому модель должна стремиться к совершенству, должен быть внутренний стержень. Назови главные черты характера успешной модели. Сила воли, стрессоустойчивость, трудолюбие и упорство. Также успешная модель должна обладать нестандартным мышлением, ярким характером и харизмой. Спасибо. Что ты думаешь о женской сексуальности? Это то, как девушка выглядит снаружи, или все-таки то, как она чувствует себя внутри? Внутреннее наполнение очень важно, потому что холодная красота неинтересна. Женская красота должна быть живой и естественной. Не зря же говорят, красота спасет мир. Модель должна озарять мир, вносить краску в серые будни, радовать глаз. И в завершении нашей интересной беседы дай, пожалуйста, 5 советов начинающим моделям. Прежде всего, это следить за здоровьем, за питанием, за кожей. Второе – это развиваться. Третье – уверенность в себе. Четвертое – это четко поставленная цель. Пятое – это ничего не бояться. Большое тебе спасибо за такое интересное интервью, за много полезной информации и просто за то, что ты пришла. Спасибо вам.